Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные татарские лепешки. Это называется кабаклы кабартма. Это значит лепешки с тыквой. Для этого нам нужна будет тыква. Вот такую красивую большую тыкву я вырастила летом в огороде. Вот такая тыква. Нам понадобится тыква где-то 300 грамм. Сейчас я его буду резать. Так, 20 грамм сырых дрожжей, столовая ложка сахара, чайная ложка соли, 2 яйца, 100 грамм сметаны, 150 грамм молока. Сейчас будем резать тыкву. Тыкву я почистила. Здесь у меня 350 грамм тыквы. Сейчас я его нарежу такими кубиками. Сложу в кастрюлю и потом буду варить. Так, наливаем 150 грамм молока. И вот эту тыкву будем варить под крышкой до готовности. Тыква у меня сварилась, она стала мягкой. Сейчас я буду из него делать пюре. Вот такое тыквенное пюре у нас получилось. Сейчас сюда добавляем 2 яйца. Соль, сахар, 100 грамм сметаны, пюре уже не горячее, добавляем дрожжи. Дрожжи у меня сырые, здесь 20 грамм. Сейчас будем месить тесто. Постепенно добавляем просеянную муку. Надо будет замесить очень мягкое тесто. Вот такое мягкое тесто я замесила. Много муки не надо, чтобы тесто не было забитым. Лучше это руки смазать растительным маслом, если невозможно месить. И месить вот так вот с маслом, чтобы не прилипало к рукам. Вот такое тесто должно быть мягкое-мягкое. Сейчас мы ее накроем салфеткой и поставим на расстойку где-то примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, я хочу вам показать один лайфхак. Многие, наверное, знают, тоже так делают, но все же лишним не будет. Тыква у нас была очень большая. Так как тыква большая, ее надо уже разрезанно хранить в холодильнике. Она очень много места занимает, во-первых. Во-вторых, больше недели ее в холодильнике хранить нельзя. Она уже начинает плесневеть и портиться. Поэтому тыкву я оставляю вот такую вот одну часть только оставляю. Остальное все нарезаю вот так вот кубиками, складываю в пакеты и замораживаю. Из этих кубиков можно готовить все, что угодно. Хоть манты, хоть пирожки, хоть кашу, хоть что. Все, что угодно можно делать. Вот, смотрите. Вот. Попробуйте. Кому-нибудь, может быть, это будет полезно и интересно. Вот так вот нарезаю тыкву и складываю в пакет.
А семена тыквы я сушу в микроволновке. Получается очень вкусно и очень полезно. Особенно для мужчин это очень полезно. Попробуйте тоже так же сделать. Наше тесто подошло. Вот такое пузырчатое, такое мягкое, хорошее тесто получилось. Очень много пузырьков. Сейчас будем из него делать лепешки. Тесто очень мягкое. Сейчас мы его раскатаем и будем вырезать лепешки. Вот такого размера лепешки будем делать. Лепешки я сделала. Сейчас будем жарить. Масло уже горячее. Сейчас начинаем жарить наши лепешки по-бортно. В середке делала вот здесь дырочку. Так что хорошо прожарилась хорошенько. Чтобы красиво получилось тоже для этого. Сейчас переворачиваем наши кошечки. Они уже поджарились. Огонь немножко убавим. Наши пышки, лепешки готовы. Вот такие красивые, румяные получились. Смотрите. А какие они вкусные. Это просто словами не описать. Лепешки я пожарила. Вот такие вкусные, мягкие. Очень-очень-очень аппетитные получились. Смотрите, какое тесто. Очень мягкое тесто прям. Очень вкусные лепешки. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.